Мадина, ты представляешь, иду я сегодня, значит, по улице. Такая вся загруженная своими мыслями, готовлюсь к эфиру, не выспавшаяся. И тут он, зеленоглазый брюнет, холеный, взгляд с прищуром. В общем, такой красивый, я влюбилась. Виктория, ну неужели это любовь с первого взгляда? Ты знаешь, в этот момент я снова в нее поверила. Что же ты? Я подошла к нему, и первое, что мне хотелось, забрать его домой. Но так как я спешила на эфир, конечно, мне это не удалось сделать. А он? А он посмотрел на меня, моргнул своими красивыми глазами, отвернул морду, мол, иди куда шла, мне и так хорошо, представляешь? Морду. Ну что же ты так некрасиво о мужчине? Вдруг он сейчас смотрит наш эфир, в конце концов. Ну, я понимаю, коты, конечно, довольно умные животные, но не настолько, чтобы узнать меня на экране телевизора. Коты, так все это время ты так романтично рассказывала мне просто про кота. Да, это просто разочарование дня, я хочу тебе сказать. Ну, я тут представила себе такую красивую, романтическую историю, а это всего лишь кот. Ну вот не всего лишь, я бы попросила. Он очень был красивый, между прочим. Просто я очень люблю животных, особенно котов. Я тоже люблю животных, но скорее со стороны, потому что, мне кажется, это такая серьезная ответственность, и плюс это очень трудозатратно. Поэтому прежде чем заводить животного, я бы задумалась минимум раз 100. Ну, на самом деле не так страшен черт, как его малюют. По статистике, каждый третий житель планеты заводит себе питомца. Я думаю, раз уж эта тема настолько актуальна, я предлагаю ей посвятить наш сегодняшний. Мне кажется, это хорошая идея. Ну что ж, в эфире дневное шоу «Между делом», и сегодня мы поговорим о животных. Что ж, как заядлая кошатница, я могу абсолютно стопроцентно заявить, без кота и жизнь не та. Только ли без кота? Ну то, что ты заядлая кошатница, я уже, конечно, безусловно поняла. Судя по тому, как ты романтически рассказывала о кошечке, которую ты встретила на улице, но есть еще и любители собак, о которых мы, конечно, не можем забывать. Ну зачем же забывать? Я предлагаю позвать в нашу студию и тех, и других, и обсудить особенности бытия любителей кошек и собак. Ну что ж, отличная идея. Я уже предлагаю нам отправиться к нашим гостям, которые нас ждут. Да, у нас сегодня в гостях очень интересные гости. Особенно вот такой прекрасный друг. Здравствуйте. Здравствуйте, гости. Добрый. Дорогие. Значит так, у нас в гостях... Еще и знакомый, да? Да. Наш коллега, хозяин харизматичного сфинкса по имени Сара Рузмак-Баликоев. Да. И прекрасная Алиса Гукоева со своим очаровательным псом Лео. Это что такое совпадение, да? Девочка и мальчик, да? Да, Алиса, удивительное мальчик, совпадение. Ну, первый вопрос, наверное, каждому из вас. Почему, Рузмак, у тебя ты завел кота, и Алиса, почему ваш выбор пал на собак? Ну, я думаю, истории будут несколько разные. Я, скажем так, увидел в зоомагазине почти крысу, и я думал, это крыса и есть. Какая-то у вас странная крыса. Она говорит, нет, это не крыса, это кошка. И как-то я там ушел, и вот сердце обратно почему-то тянет. Пришел, говорю, ну давайте вашу крысу. Ей было буквально 3 недели. Вот по поводу имени, да, очень часто спрашивают, почему Сара. Я не знаю, просто на руки взял, и вот она. Вот Сара, ей уже 4 года. Ну, чуть-чуть. Со мной живет. По поводу ответственности я согласен и с Мадиной, и с тобой, Вика, потому что, взяв ее, до этого у нас были всегда коты, а тут кошка. То есть и там определенные физиологические особенности же у них, да, и как бы через полгода я понимаю, что что-то с ней не то, пришел к ветеринару и такой, а дайте таблетку. Говорит, нет, таблетку нет, давайте, наверное, стерилизовать. Я так переживал, потом мне все объяснили. Это к вопросу об ответственности, да. А с собаками я не знаю. Алиса лучше скажет. Расскажите, это. как ваше знакомство произошло и насколько ответственно заводить такого четвероногого друга? Небольшого. Это было дело случая, на самом деле. Он совершенно спонтанно, и, можно сказать, мистически попал в мою жизнь. И у меня просто не было вариантов его не взять. Ну, то есть, если мне днем раньше сказали бы, что завтра я возьму собаку, я бы первая удивилась и засмеялась. Но как бы он мне выбора не оставил просто. И... Ну и вот, и попал ко мне Левушек. И я только потом начала понимать вообще, что это. То есть я сначала прыгнула в воду, а потом начала пытаться учиться плавать. Вот как-то так. Но вы всегда любили собак? Ну да, конечно, я любила животных, но сейчас я уже понимаю, что это было что-то из серии, ну там, какая милая кошечка или собачка, то есть каких-то глубоких чувств они у меня не вызывали. Но вот именно с появлением Лео в моей жизни это какой-то вот
ты не дашь соврать, какой-то фокус. Прям теперь я смотрю на каждую собаку на улице, проверяю, дышит ли она, везу ее к ветеринару. Ну, то есть я это не специально делаю, это вот какой-то прям острый фокус на собаках, особенно на тех, которым нужна помощь. Мне кажется, когда ребенок появляется у человека, он примерно так же сразу на всех детей реагировать начинает. То есть Алиса, есть такое, что вот именно твоя собака, она вообще другая? То есть я когда вижу даже Особенная, сфинксов, да, самая мне кажется, лучшая. Сара другая. Вот, она Ну, я ближе стараюсь к телу. объективно смотреть на вещи. Но он мне, конечно, кажется хорошим, добрым, замечательным, но я вижу его отрицательные стороны. Объективно оцениваете. Он да. очень балованный, своенравный. А И- говорят, и что, мы кстати, ругаемся. животные похожи на своих хозяев. Он очень похож, да. Так, а у вас, Сара, есть Да. сходство? А, Давайте ну, посмотрим на Сару. Мы сейчас попросим режиссеров дать нам Ну, с Сарой какое фотографию сходство? Ну, она тоже характерная. Вот она красавица. Ну, я не скажу, что прям в меня характерная. Ну, кстати, у меня нет такого ощущения, знаете, как это мой ребенок. То есть это животное, я это прекрасно понимаю. Вот у тебя более здоровое отношение к этому. То есть у меня нет такого, что я трясусь. Ну, конечно, когда она поломала лапку, у нее был перелом. Вот это Ай-яй-яй. меня тогда прям трясло. Почему То есть так с ночи до утра мне нужно было подождать, когда сделать операцию. У них кости хрупкие, а она такая прыгала. На холодильник прям могла запрыгнуть. Да, и она вот, видимо, где-то в поворотах не не вписалась. вошла. Да, и ударилась. И у нее Ничего была трещина. Ну, как бы перелома не было, ну, там надо было что-то ставить. И я прям переживал максимально, то есть я всю ночь сам не спал. Ей там что-то вкололи, пока с ночи до утра, чтобы как бы она пришла в себя, и обезболивающее. Ну, в общем, я туда отвез ее потом после операционной. Но это было очень смешно, я прям заходил такой. Ну, кушать 9 жизней разума. Да нет, у нее одна жизнь. Единственное, Её надо конечно, беречь. в 6 утра меня будет. Вот это стабильно, в 6 утра она может просто сидеть где-то мы рядом. уже с прогулки возвращаемся, знаешь. Все не так плохо, Вот оказывается. они особенности, видишь, у каждого Если бы он мне свой. давал 6 поспать, я вот серьезно, я за всю свою сознательную жизнь уже не помню, чтобы я кого-то так дурила, как его. То есть вот у нас прям игра с ним каждое утро. Он сначала смотрит, я там вздохну, и он сразу смотрит, проснулась ли я. Сначала еще терпит, потом уже, значит, все настырней, потом уже лапками становится, начинает меня там чего-то кантовать. И я, Лео, ну как вот маме в школе, еще 5 минут. Да-да-да. Леушек, еще чуть-чуть, пожалуйста, давай поспим. Ну, в общем, я прям с ним вот как ни с кем, хитрю чего-то. Ну, примерно так же мамы хитрят с маленькими Да. детьми, да, которые с утра хотят Все-таки, уже когда играть. животное в доме, вся жизнь, мне кажется, уже крутится вокруг этого животного, и все строится вокруг него. Ну, надо сказать, извини, что я перебью, надо сказать, что это правда очень перекраивает жизнь, и сказать, что, с точки зрения твоих планов, графиков, ты все должен подстроить уже под его существование, потому что он как бы у тебя не спрашивает, работаешь ты или нет, ему надо гулять. И хочешь ли ты в отпуск или нет? Как Да. я хотел сегодня улететь, Да. потом думаю, а куда кошку делать? Ну вот, например, я тоже сейчас была бы на море, если бы не Лео. Вот, кстати, как вы решаете этот вопрос, когда нужно куда-то У уехать? меня родители с ней в этом смысле попроще. Ну, я и брату могу отдать, Толик, кстати, если что, она будет у тебя. Вот Толик сейчас Готовьтесь, удивился, Толик. как минимум. Алис, а вы как поступаете? Ну, я часто же в Москве по работе, Да. и я либо в гостинице для собак, либо у родственников. Но не Он был стрессует? на деревне у бабушки недавно. Ну, у бабушки моей тети, она живет в Лагире. Вот. И либо я прошу ее приехать, чтобы она с ним гуляла, потому что в моем доме все отказываются с ним гулять в 4 часа утра. Ну, конечно, наверное, стрессует. Но я, когда звоню ему по видеосвязи, он начинает суетиться, махать хвостик, вилять и не знает, куда То есть он смотреть, узнает, куда да, вот до бежать. такой степени? Но он не понимает, дурак, что надо в телефон смотреть. Просто чувствует, что хозяйка Да он где-то слышит рядом. голос и не понимает, куда бежать. Ну, вообще, конечно. А вот на море, например, мы еще съехали на море, и они его отказывались брать с собой. Как бы, понимаете, он всем порядком пододоел, кроме меня. У меня прям реально совесть мне не позволяет, потому что Оставить. одно дело, когда я еду работать, его оставляю, типа, это вынужденная мера. Я зарабатываю нам на корм. Вот. А когда я, типа, буду там отдыхать, а он, бедный мой песик, будет здесь, нет. И мы остались. Ну, мы Но нашли вы себе много никогда с ним не интересных путешествовали занятий. еще? Еще нет, да. Но я бы хотела, конечно, показать ему море. Тем более лабрадоры хорошие пловцы, они вообще хорошие спасатели на Ну и воде. купаться, наверное, любит. Он очень любит купаться.
Размах. Прям в поэтому лужах. мы избегаем прудов. А Сара любит купаться? Сара почему-то не любит, мне Потому как-то... что кошка. наверное. Ну, говорят, что такие лысые вроде как они Любят, да? любят, да. Но мне потом ветеринар объясняла, я неправильно купал. То есть я купала на четвереньках стояла, а надо было лапу, оказывается, передние поставить себе на руку. И Видишь, как бы как сколько так, да. сложностей. Ну, я люблю ее купать, кстати Щас, говоря. щас пойдем. То есть она не царапается? Уже нет, она просто бурчит. Я своих Она боюсь, вообще не говорящая довольна, у нас. довольна. Она говорящая, всегда говорит. Люди, когда приходят. Я же говорю, на своей территории, почему я ее сегодня не принес? Ну, чуть-чуть, на своей чуть-чуть, территории чуть-чуть. она такая, Иди- ну, иди ко мне, иди ко и мне. компанейская, и Посмотри, дружелюбная. Она сразу, посиди. только кто заходит, сразу так наверх. Все боятся, Чуть-чуть никто сделай, толком давай. не видел Чуть-чуть, а таких потом кошек. пойдем гулять. А вот где-то тяжеловато. Вот даже у родителей она начинает рычать. Она прям рычит, как собака. Да что? Да, умеет. Характерная такая достаточно. А вот что касается экзотических животных, осмелились бы вы завести себе что-то такое? Необычно. Да. Нет, единственное, что я хотел, я вот смотрю, кстати, на лабрадора, я бы хотел собаку, но я понимаю, с моим режимом работы я не смог, я один живу просто. И я бы вот, Да я не тоже смог. Я хочу либо одна. лабрадора, либо русского спаниеля, это тяжеловато. А что касается чего-то экзотического, Алис, не знаю, змею? Шучу, я не люблю змей. Решились бы, Алис? Нет, напротив, мне кажется, что... То есть если бы я решилась еще на одну собаку, ну, то есть я рассматриваю этот вариант, но просто не сейчас, не в моих нынешних условиях жизни, но я бы вообще, конечно, из приюта взяла скорее, ну, не экзотическую, а лучше помочь какой-то душе, потому что они бедные там очень страдают. И у меня, конечно, сердце... Ну, то есть это мой потолок, я думаю, что вот если бы у меня были какие-то более приемлемые условия, я бы взяла собаку с улицы. И не одну, судя по всему, да? Если вторая появится, мне кажется, Алис потом появится еще. Я Ну, из-за я этого не не завожу Я вторую боюсь кошку. вот тоже Чтобы сильно не превратиться. втянуться. Да, знаете, Да. вот эти мемчики потом. Да, все. 1,9 кошек вокруг. Ну, раз уж мы заговорили немного о необычных животных, я предлагаю нам вместе посмотреть сюжет. Наши корреспонденты сняли его о том, какие необычные животные живут у жителей нашего города. Давайте Ого. посмотрим. 4 песца, лиса, енот и сорока. Это далеко не все животные в доме Заурбека Дзуцева. В народе его прозвали Айболит, ведь он никогда не пройдет мимо нуждающегося в помощи зверькам. Все началось с подобранного хорька. Заурбек не оставил его в беде и понял, что есть много диких животных, которые нуждаются в помощи. С тех пор он помогает братьям нашим меньшим. Но если брать только положительные моменты, которых чаще всего больше, то бывает, наверное, гордость за самого себя, как бы это скромно ни звучало, удовлетворение, что благодаря моим усилиям спасаются жизни. Один из самых дружелюбных животных оказался енот Тимоша. За ним требуется хороший уход. Несмотря на принадлежность к дикой природе, он всегда рад гостям. А напротив енота живут его сородичи – семьи енотовидных собак. Питаются они как настоящие хищники, хоть и с виду очень милые. Ко мне попала пара, их выкупили из зоофермы. И я, можно сказать, не усмотрел. Там были самец и самка, самка забеременела, и вот в середине апреля родила, подарила мне щенят, 7 щенят. В соседней клетке от них гордо шагает павлин, а по всему участку бегают цыплята. Животных много, и каждый день перед Заурбеком стоит непростая задача, с которой он благополучно справляется. Первым делом я обхожу вольеры, клетки, смотрю, все ли живы, здоровы, все ли съели пищу, которая была им оставлена. Кормлю я их обычно по вечерам, так как хищники в основном это ночные животные. Птиц я кормлю днем. После того, как обхожу и вижу, что все с ними в порядке, я убираю вольеры, убираю клетки. В доме нашего героя нашлись и экзотические животные. Хамелеоны и агама обитают прямо в комнате. У каждого отдельное жилье и свое питание. Одному сверчки, другому салат. Агаму мне подарила одна из подписчиц. Я ее увидел в зоомагазине. Можно сказать, влюбился с первого дня в нее. И у меня был пост, что это вот моя мечта. Теперь у меня есть мечта, и буквально на следующий день мне написала одна из подписчиц, чтобы я зашел в магазин и забрал эту агаму. Она мне ее, можно сказать, подарила. И хамелеона я уже сам приобрел. В
планах у Заурбека не бросать свое дело и помогать нуждающимся животным. В его большом сердце найдется место даже для самого сурового зверька. Мадина Тимирканова, Давид Битиев, Денис Ладик. Специально для программы «Между делом». Интересный сюжет у нас получился. Алис, вот я слышала, что вы какой-то интересный проект готовите о животных. Расскажите. Ну да. Ну, собственно, конечно, с непосредственным участием животных, но он, конечно, о людях, о гуманизме, о вере в человека, просто через отношение к животным. Мне очень необходимо было начать делать этот проект, чтобы как-то залезать в свою рану. У нас же сбила машина. Да, я помню эту историю. Да, печально. и что-то вот какое-то утро было дурацкое, ну, было раннее утро, и нам никто не помогал, кого мы не вызывали, таксистов, врачей. И я что-то прям взгрустнула по поводу циничного отношения к людям и животным. И, ну, на самом деле, это не очень смешно было, это довольно страшно было. Он вылетел из-под колес метров на 10, я думала, он вообще сейчас уже не встанет. И пока я к нему бежала, он так поковылял уже к обочине, и я его схватила и начала пытаться... У меня первый такой случай был. Так-то он у меня такой бедовый, его недавно питбуль чуть не загрыз, но он сопротивлялся как мог. Он очень важный лабрадор. Да, он реально спасатели, не воины, но спасатели. Он на самом деле очень такой. Когда его не трогают, он доброжелательный, а если на него нападают, он всегда молодец, защищается. Правильно, Лео? Вот. Подожди, Алиса, с людьми тогда тоже так надо? Да. Ты говоришь так, Я правильно думаю, ли? да, конечно. В этом А вы что, себя похожи давать в с обиду? питомцем. Нет, почему? Люди зачастую обижают тебя не потому, что они хотят тебя обидеть, потому что они обижены сами. Да, ну как-то А зачем? это их проблемы. Ага, все, я понял. Вот. Это не исключает Но той я реакции, хочу, чтобы которую он даете. за себя умел стоять, что он душка, но не до такой же степени. А как прохожие реагируют? Потому что собака достаточно большая, да? По-разному боятся реагируют. или На самом деле, с тех доброжелательно? пор, как появилась собака, и вам любой собачник это скажет, любой, это реально вот триггер для очень неуравновешенных людей, которые хотят свою злобу спустить. Реально, это так и есть. Причем ты можешь идти, он может идти на поводке, вот просто мимо проходить, не тронуть, ничего. Или в 30 метрах от него быть, вот он лишь бы какую-нибудь гадость сказать, да, или типа сделать какое-то замечание. Но вот они делают замечание, не думают, что им в ответ что-то последует. Я не понимаю людей без вот этой вот причинно-следственной связи в голове. Если ты идешь и что-то говоришь, ты должен ожидать того, что и тебе прилетит. Ну, я действительно так считаю. Во всяком случае, Лео я в обиду вообще никогда не дам. Вот. Я думаю, что и он тоже вас Ну, не правовые основы у этого, конечно же, есть, да, что защита животных, ну, мы очень долгое время видели и сюжеты, и материалы различные, когда в прошлом году, да, когда я еще здесь работал, по-моему, в прошлом году было, мы снимали тогда, помните, когда собаку в Ордоне расстреляли. Слушайте, очень много случаев. И так это как чудовищных. бы, так он и не считал на тот момент, даже на время расследования проводимого, что это что-то незаконное. Ну, вот собаки гуляли, вот он в них стреляет. Зачем? Ну, Это вопрос о том, что я согласен. Вы да, знаете, у нас вот с учетом почему-то, того, что видимо, я сейчас делаю проекты, много общаюсь с волонтерами, какие-то святые, конечно, люди, вот действительно, вот когда ты смотришь и понимаешь, что ты бы так не смог, вот они вот так тебя восхищают по-настоящему. И они говорят, что вообще Осетия и Кабардино-Балкария на первом месте в России по жестокому обращению с животными. То есть такие случаи чудовищные изуверства, садизма, живодерства, которые встречаются здесь, не встречаются больше нигде. Ну, то есть там отпиленные по частям части тела животных, или там десятки ножевых ранений на собаках. То есть не просто равнодушие, а вот целенаправленное, планомерное. Ну, надо же искать, наверное, вредительство. основания этого всего. То есть общество, наверное, нездорово. Так вот, Безусловно. немножко намекнем. Безусловно. Но я хочу сказать, что вот, собственно, как собака как триггер для людей агрессивных, злых, ну, недовольных своей жизнью, ну, собственно, почему мы им можем еще мешать, так и возможность для огромного количества людей коммуницировать, наоборот, подойти и что-то хорошее сказать, погладить, поделиться теплом, ну, как бы, и взять его от этого конечно, животного. животное же То есть это с нами- аккумуляция такой энергии очень положительной. это действительно на самом так, деле. да. И вот мы, ну, не знаю, наши прогулки всегда это какое-то сумасшествие, феерия, не знаю, потому что все время к нам все подходят, знакомятся, с нами куда-нибудь идут.
лесу. То есть остаться наедине с Лео практически невозможно. Ну и что? Весь эфир он нам Привык. говорит что-то, и, судя по всему, хочет куда-то Мы пойти попросили погулять. в сетях прислать милые и очень забавные видео своих питомцев. Давайте вместе посмотрим и Привнесем прокомментируем. позитивную нотку в наше общение. Смотри, где цыпленок? Британец. Нет, не там, вот там, на экране, на экране, на Так, экране. ну, если честно, это моя кошка Нет. и ее котенок. Это было весело. А, там еще котята, Да да? вот котенок внизу, он хвост ее. Вот. Ее же? Да, ее же хвост. А это уже вот котята. Хороший. Хороший какие. Милота, конечно, но сколько... Ну все лет подрали, живет. все подрали, кстати говоря. Да, да, диван. Обещал, Алиса, был как залез. дома, он там ничего не дерет, живого места нет. Спросите у моей сестры старшей. Они нас уже выгнали из дома. Мы полгода жили вдвоем с Лео. А когда сломали лапы, тогда они нас вернули в дом, чтобы мы окончательно не подохли. Ну что, все, сейчас С аппетитом пойдем. всё в Щас, порядке щас там? Да, пойдем. да, да. Мне очень нравится профитроль, я просто знаю немножко. Это тоже ваша собака? Нет, но мне присылали, я узнавала. Ну, к маленьким собакам как-то у меня такое отношение, я не очень их понимаю. То есть собака должна быть определенного размера, по-моему. Наш Вот это Лео. собака. Это мужской подход такой. Ну, тем не менее, я видел Всё, мужчин мой таких мальчик, всё. Такими той брутальных, да, и у него в руках, вот, значит, эта собачка, и вот он с ней, как Ну, наверное, очень тотемное его хочется животное. заботиться о ней, да. Собачки Тоже Мася все. залезла в я, пакет Вот я не чем-то. видела ни одной собаки плохой. Вот даже питбуль, который нас покусал, но это был боевой пес. Он Инстинкты, просто его да. вывел на набережную, и у него все время инциденты какие-то. Ну, то есть она надрючена на бои, естественно, она жестокая. Но как бы животное делает жестоким человек. Животное в чем виноват? Да, мне кажется, вот посмотрите, какой позитив. Ну, боевая собака, Боевая петух собака, гоняет. петух, да. Оба бойцы, но при этом умудряются находить общий язык. Но при этом дистанцию Да, соблюдают. да, коронавирус как-никак в стране. Актуально, да, очень? Ага. Ну, вот тоже интересно было бы узнать какие-то курьезные случаи, забавные с вашими питомцами. Курьезные происходили? случаи, у него все время Каждый меняются какие-то привычки. То есть я помню, когда она включала свет и выключала, первый раз, когда это произошло, я живу один. Я приехал после работы в 11 Полтергейст. часов. Я захожу в комнату, как бы Смотри, включаю собака, свет, Лео. вышел Собака, из комнаты, бабака. захожу на кухню, Нет, не там, свет не там. выключен. Вот, на телеке. И я реально не понимаю, что происходит. Я начинаю ходить по всем комнатам, Обманула. и людей нет. Я уже там чуть ли не с монтировкой стою, думаю, где ты? Потом она при мне просто запрыгивает. Она не запрыгивает, она просто становилась на две лапы и как бы выключала свет. Белье снимает с сушилки То есть всегда. помощница твоя Она хозяйка, настоящая. да, я так. Единственное, вот она вообще посуду научилась мыть, вообще было шикарно. Но Но это белье уже снимает с эксплуатацией сушилки. попахивает. Белье, Ну, так, хоть какой-то вроде толк. А у вас была, Фотки Лиза? обрабатывать там. Какая самая смешная ситуация произошла Ой, а с с Лео? нами каждый день что-то происходит. Буквально реально каждый день. Со мной, с ним. И он очень такой, реально клёвый. Он все время попадает в какие-нибудь курьезные ситуации или опасные для жизни, но фартовый. Он всегда вот по касательной. То есть вот даже с этим укусом питбуля это было действительно безумно страшно. Это один из самых страшных эпизодов, которые я своими глазами видела. Я его еще пыталась же оторвать от него, и это было физически невозможно. И хозяин в этот момент питбуля ничего не мог сделать, хотя он что только ему душил его, куда только не залезал, но все эти их приемы, которые они используют с боевыми собаками. Но я о чем хочу сказать. Так получилось, что верхние клыки у него вошли в шею, ну, он его за шею схватил, а нижние вошли в ошейник. А ошейник еще с такими металлической прошивкой такой. И вот они ровно металлические, то есть погнутые вот этими вот металл. Это и спасло. Да, и наш ветеринар, который у вас будет позже, Надя, она говорит, что это ваш спаситель. То есть если бы нижние вошли, он бы просто выдрал ему кусок вместе с артерией, и все.
И вот у него так всегда. То есть как бы что-то он попадает в Тут-тут. какие-нибудь истории, а потом такой, знаешь, как-то вот чуть-чуть ему Повезло. Да, дай бог, чтобы Слава так было Богу, всегда, да. чтобы вообще вы в принципе не попадали ни в какие ситуации подобные, но даже если вдруг что-то, все-таки животное, чтобы вы всегда выходили здоровыми, все было относительно хорошо. хотя бы здоровыми, да, Леуш? И Саре мы вам желаем большое, да. процветания, Саре, да. чтобы она не заскучала с А, вашим кстати, она много ест. Она ест, наверное, столько же, сколько и Лео. Пишет, я клянусь, она ест постоянно и у всех просит. Стройная, как Стройная. хозяин. Спасибо вам большое. Вы такой Не хочется, атмосферу конечно, с вами хорошую прощаться, но эфирное время не резиновое, придется. Спасибо, что нашли время, Спасибо уделили его нам. пришли в Спасибо гости. вам большое. Ну что же, а мы пока переключаемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Наверное, в мире не существует ни одного ребенка, который не попросил бы у своих родителей завести какое-либо животное себе. Ну и как тут откажешь своему родному чаду, когда тот смотрит на тебя с широко распахнутыми глазами и с мольбами завести себе какую-то зверюшку? На самом деле это очень сложно, как мама могу это сказать. Я через это прошла, и, как правило, этот прием у детей срабатывает. Но, к сожалению, есть такие случаи, в которых родители не заводят животное в доме не потому, что проявляют излишнюю какую-то жесткость по отношению к ребенку, потому что многие животные слишком аллергенны, и это невозможно в связи со здоровьем ребенка. Да, мне кажется, это очень актуально. И вот об особенностях аллергии на животных мы сегодня поговорим с нашей гостьей, врачом-аллергологом Анжелой Мирзаевой. Здравствуйте, Анжела. Здравствуйте, Спасибо, что Анжела. сегодня пришли к нам в гости. Расскажите, какие животные все-таки являются самыми аллергенными? Эта тема такая насущная. Наверное, нет дня, чтобы мне не задавали этот вопрос. Мало того, это происходит и дома. То есть мои дети то же самое говорят. Ну, когда мы кого-нибудь живого все-таки заведем? Вот, поэтому проблема на самом деле насущная. И я что хочу сказать, что, оказывается, 40% населения земного шара – это те, кто обладает каким-либо животным. Есть дома какой-то питомец любимый. И 60% приходится в России именно на кошек. И кошки действительно являются высокоаллергенными, и собаки в том числе. Может быть, это больше связано с тем, что их большинство в домах, но все-таки они вызывают аллергию, но не у всех. Конечно, это должен быть какой-то аллергофон, но как бы мы должны не забывать и о других членах семьи. Понятно, что мы как бы переживаем за ребенка и не заводим из-за того, что у него, возможно, есть реакция или мы боимся, что она возникнет, но есть еще и другие члены семьи, например, папа, бабушка или кто-то. То есть учитывать надо интересы обязательно всех. То есть все должны А как-то мы можем узнать, если у нас пока нет животного в доме, есть ли какая-то у ребенка реакция и, возможно, возникнет она или нет? Сейчас существует молекулярная диагностика, где мы можем посмотреть, есть ли реакция в организме у человека на тот или иной аллерген или нет. То есть такое есть понятие, как сенсибилизация, когда уже выработались антитела к какому-либо животному или какому-либо аллергену. Но не всегда это клинически значимо, то есть не всегда это проявляется. Но и еще, если человек никогда не контактировал с аллергеном в своей жизни, то, конечно же, по анализам мы этого не увидим. И даже если мы увидели, но клинических симптомов нет, мы можем контактировать, продолжать с этим аллергеном, и это не факт, что обязательно разовьется аллергия. Поэтому этот вопрос остается сложным, да, открытым, и не может никакой врач сказать, вот тебе точно можно, а тебе точно нельзя. То есть никогда мы не можем гарантировать, что реакции не будет или она будет. Вот я слышала о таком интересном феномене, что может быть такое, когда человек адаптируется к животному, и со временем у него аллергия проходит, сходит на нет. Такое действительно возможно? Да, такое возможно, такое происходит в 20% случаев, но все-таки 80% остается, и мало того, она постоянно утяжеляется. То есть у человека возникает там легкий симптом, и потихоньку, постоянно контактируя с животным, продолжая, он начинает испытывать уже другие симптомы. Не только, например, там чесался нос или он чихал, но уже возникает заложенность носа, ринорея, там течение, да, из носа прозрачного содержимого, глаза чешутся. Но самое опасное и сложное, чего мы боимся, чего пациенты боятся, это, конечно, бронхиальной астмы и приступов одышки и удушья. А какой же все-таки основной фактор, который вызывает вот ту самую аллергическую реакцию? Это шерсть? Хороший вопрос, потому что все так думают. На самом деле у каждого животного есть свой набор белков. И
это будет заключено в слюне, в моче, в даже выделение из простаты. Это может быть эпителий, это может быть пот. И у каждого человека будет индивидуальная аллергия либо на все, либо на какой-то компонент. У кого-то на слюну, у кого-то на эпителий. И поэтому это очень важно. И врач, который владеет именно молекулярной диагностикой, он может сказать человеку, на что конкретно у него есть То есть реакция. получается, что у нас может не быть аллергии на кошек в принципе, это может быть на какую-то определенную породу ввиду каких-то особенностей ее. Не то, что породу. Вот, например, собака, да, есть такой белок КНФ5. Это выделение именно из простаты. И, например, на самца будет у этого человека аллергия, у него на КНФ5 аллергия. И тогда на самца он будет реагировать, а на самку нет. Именно этот человек конкретный. А у кого-то на слюну. И тогда каждое животное, конечно, если на слюну, то есть неважно, Ну, там у девочка, всех мальчик. получается, да, тогда Да. уже? То есть, ну а есть, значит, такая возможность, что на эту собаку у него есть аллергия, ну, допустим, если это даже самцы, а на другую собаку Да, у него такое нет тоже аллергии. возможно. Мы все тоже индивидуальны. Один человек больше потеет, другой вообще не потеет. Также и животные. Они со своей индивидуальностью. И обязательно у одного на одну может быть реакция, кошку там или на собаку, а на другую совершенно он будет не реагировать или будет меньше реагировать, чем на Ну, другую. вот я слышала, еще кролики очень, по-моему, аллергенные, да? Совершенно верно. Кролики высоко аллергены, особенно для тех пациентов, у которых есть реакция на кошку. И у меня был такой интересный пациент, которого 2 месяца лечили от бронхита, не понимали, что с ним происходит. И когда именно речь зашла о его состоянии, я спросила, а есть ли у вас домашнее животное? Он говорит, да, у меня есть кролик. То есть это совершенно как бы незначимо, да, оказалось. Но когда мы сдали анализ, мы посмотрели, что там очень высокая реакция на кролика. И астма, тяжелая астма была вызвана именно этим аллергеном. И они меня спросили, а можно ли мы кролика уберем и заведем кошку? Конечно, я сказала, я вам не рекомендую. Я не могу никого заставлять что-то делать, да? Но я говорю, я вам не рекомендую, потому что есть высокий риск того, что вы будете... А у них что-то схожее? Почему вы кошки? Да, опять же, кролики? молекулы очень схожи, некоторые белки очень похожи, как и у дерева. Например, у березы есть там молекула БТВ1, а у яблока МАЛ-Д1. Но они внешне даже очень схожи, и организм антитела их просто путают, и возникает та же реакция. Так все-таки как справиться с аллергией, насколько опасно, если все-таки мы уже выявили ее, контактировать, продолжать с питомцем? Потому что, наверное, очень сложно бывает расставаться, даже если состояние бывает тяжелое и, возможно, заглушают какими-то препаратами. Вот насколько это безопасно или небезопасно даже скорее для человека? Все индивидуально. Опять же, индивидуальный подход к каждому. Один человек просто чихает, тогда проблемы нет. И все равно, какие бы симптомы ни были, человек должен обратиться к врачу, к аллергологу, который подберет определенную тактику лечения для каждого пациента и какие-то предложит условия, которые будут облегчать его жизнь. Насчет того, что убрать из дома животное, я уже просто перестала об этом говорить с пациентом, потому что у меня не было еще такого пациента, который послушался бы, убрал, потому что это действительно как член семьи. И мы теперь ищем возможности, как с этим бороться. Существует аллерген-специфическая иммунотерапия. Это когда человеку вводят аллерген животного и приучают его организм к этому аллергену, и тогда возможно возникновение толерантности, устойчивости. Но, к сожалению, эти препараты еще не зарегистрированы у нас в стране. То есть это экспериментальное Нет, такое это лечение? доказанное лечение, но уже более 100 лет. Просто у нас нет, в России нет пока официальной регистрации. Но есть в Европе и в США есть. Мы очень надеемся, что у нас будет. И, кстати, Институт иммунологии и аллергологии ведет исследования над нашим препаратом. Возможно, у нас через несколько лет тоже появится. Ну, мы надеемся, это очень поможет и облегчит жизнь жителям нашего города и всем любителям животных, в Совершенно принципе. верно. Да, может, все-таки кто-то не будет избавляться, а применит какие-то альтернативные меры. Да. Спасибо вам большое за столько полезной, важной и нужной информации. Были очень рады вас видеть. Да, спасибо большое. Да, у нас есть очень интересный сюжет. Мы узнали, как все-таки собачек и кошек наряжают, как за ними ухаживают в профессиональных местах. Давайте вместе посмотрим. Нашим питомцам нужен уход, вне зависимости от породы и возраста. Профессиональный грумер помогает поддерживать шерсть, зубы и ногти четвероногого друга в полном порядке. А элегантные бандики и стразы создают дополнительный шик, но и здесь есть свои тонкости. Допустим, есть стригущиеся собаки, есть не стригущиеся, с неспадающей шерстью собаки. То есть
такие как хаски, шпицы, они не стригущиеся, то есть они только вычесываются и делается окантовка по контуру. Такие как йорки, мальтийские баллонки, это собаки с неспадающей шерстью, они стригутся, то есть у них есть не только как пэт-стрижки для дома, ну, чтобы удобно было хозяину, так и выставочные. Кристина Просолова, грумер со стажем, считает, что главное в профессии – любовь к животным. Стригут не только собак и кошек. Бывает, приводят шиншилл и кроликов на вычес. Мастер должен понимать их и всегда оставаться спокойным. Состояние грумера передается животному. Иногда возникают сложности. При первой стрижке требуется время, чтобы питомец привык и чувствовал себя комфортно. Главное – не делать резких движений. Ну, скорее всего, самое сложное – это с кошками работа, потому что они непредсказуемые. То есть, если по собаке мы можем понять, когда она укусит, либо зарычит, то есть она предупреждает, а потом уже делает, то кошка, она никогда не предупреждает, она все делает, когда ей придет в голову. Регулярный осмотр и уход за животным позволяет выявить заболевания на раннем этапе, а следовательно быстрее и эффективнее вылечить недуг без стресса для самого животного. Кроме гигиены, владельцы питомцев обращаются к колористике, как правило, для выставок. Краски между собой смешиваются, получается любой цвет, а благодаря специальным трафаретам животное может стать счастливым обладателем временной татуировки. Начало набирать оборот окрашивания, то есть тоже хвостики, также все это окрашивается, голова, лапки. Делают там из шпицов панду, если она там белая, пятнышки ей добавляют. То есть, в принципе, очень много всего. Так что груминг сегодня – это целое искусство. Ангелина Громова, Батырбек Макиев, Денис Ладик, телекомпания «Осетия». Приручив животных, человек сделал их частью своей жизни. С того момента возникла необходимость заботы о них. И, конечно же, в первую очередь питомцы нуждаются в правильном медицинском обслуживании, впрочем, точно так же, как и люди. Ну, действительно, это так. Вот у нас в гостях ветеринар Надежда Шапранова, которая поделится секретами по уходу за питомцами, расскажет, как грамотно ухаживать за четвероногими друзьями. Надежда, здравствуйте, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Рада вас видеть. Расскажите для начала, насколько все-таки необходимо посещение ветеринаров? Здравствуйте. Посещение ветеринаров очень необходимо для контроля здоровья животных. У нас, к сожалению, санпросвет работа проводится очень плохо среди жителей, и многие считают, что заведя животное, сойдет и так. Но, к сожалению, велики риски приобретенных заболеваний вирусного характера, кровопаразитарного. У нас это очень распространено, и ветеринар расскажет, как правильно обработать животное, подготовить его к вакцинации, как правильно избежать каких-либо инфекционных вопросов, инфекционных заболеваний. Вот. И, естественно, самостоятельно мало кто с этим справится. Скажите, а, допустим, если животное абсолютно домашнее, вот мои кошки, они домашние, особенно младшая, она вообще на улицу не выходит. Ошибочное мнение. Есть риск, риск да, очень велик, ошибочное мнение, что мы не принесем ничего домой. То есть я живу на 5-м этаже, у моей кошки не может быть блох. Абсолютная неправда, потому что все, что мы приносим в дом, мы приносим своими руками. В том числе и вирусы. Мы сами, находясь в доме, можем заболеть, соответственно, животное также ни от чего не предостережено. То есть профилактические осмотры, они необходимы, да? Необходимы, да. А с какой периодичностью их Если с животным совершать? Абсолютно все в порядке, и вы не видите никаких патологических проявлений, то есть животное абсолютно здорово, на ваш взгляд, никаких изменений в его поведении, раз в полгода желательно проводить осмотр, просто клинический. Если же животное старше 5-летнего возраста, то я бы рекомендовала уже проводить более глубокие исследования, биохимический анализ крови, общий анализ крови, ультразвуковые исследования, чтобы избежать каких-то патологий, уже развивающихся в процессе жизни животного. Ой-ой-ой, какая нехорошая хозяйка, я до сих пор не привила свою кошечку. А что включает в себя вот такой профилактический осмотр? На что вы обращаете внимание в первую очередь? Самое минимальное. Мы всегда обращаем внимание на цвет слизистых, на целостность слизистых оболочек, на конъюнктиву. Мы опрашиваем владельца. Каждый владелец, конечно, в лоточке у кошки покопается и знает, как она ходит в туалет, как она мочится, с какой частотой, особенно владелец, который относится к любовь с животным своим. Вот. И из всего этого складывается общая картина.
Ну, скажите, мне кажется, очень распространенное такое мнение, даже не мнение, а спорная ситуация. Чем кормить? Лучше домашней едой или все-таки профессиональным кормом? Я приверженка хорошего качества профессиональных кормов. Желательно холистик класса и не ниже супер премиум. Холистик класс — это адаптированные белковые корма с хорошим уровнем микроэлементов и витаминным составом, которые, в принципе, не допускают применения какой-либо пищи извне. Почему так? Потому что мы не можем сбалансировать витамины, углеводы, жиры в норме. Абсолютно ни у кого это не получится, потому что, допустим, чтобы животное определенное количество, нужно съесть килограмм какого-либо продукта. Вот. Чтобы белка, допустим, опять же, полкило какого-то продукта. А если это у нас кошка, мы не можем создать тот правильный баланс, чтобы животное развивалось хорошо. Значит, все-таки корм. Да. Я правильно кормлю. Да. А если мы уже не говорим о профилактических осмотрах, вот в каких случаях необходимо незамедлительно обращаться к ветеринару? Если вы видите малейшие изменения в общем состоянии животного, поведение более вялое, меньше кушать стало, животное, не дай бог, рвет, не дай бог, поносит. У нас часто люди приходят и говорят, ну, болеет дней 5. Даже есть такое смешное стихотворение, длинное, я советую всем его почитать о походе к ветеринару пациента, клиента, который лечил самостоятельно препаратами, очень длительное время животное принес в критичном состоянии. Так вот, если вы видите самые маленькие изменения, даже не так сходил, не так поел, не так себя повел, лучше перестраховаться и прийти к ветеринарному врачу и уже по факту решить, есть ли в этом проблема. Ну вот скажите, вы говорите, что если вдруг он рвет, да, я все о насущном, а если шерсть срыгивает часто, это тоже причина может быть какая-то? Да, если мы говорим о длинношерстных, допустим, кошках, мы должны применять при частом срыгивании шерсти либо специальные корма, hairpal, которые помогают естественным путем вывести шерстный покров из пищеварительного тракта. А также есть специальные мальт-пасты профилактические, которые тоже способствуют выводу по типу абразива. Паразитки. Можно наносить небольшим количеством несколько раз в неделю, если разово не получается, на что-то любимое. То есть какой-то лакомство. Пользуйся таким советом важным. Скажите, пожалуйста, вот очень насущная тема, как действовать в случае, если нашего питомца укусил клещ? Сейчас лето, мне кажется, особо актуально, и совсем недавно я с питомцем бабушки столкнулась с этим, и вот как правильно действовать? Это очень актуальная проблема. Пироплазмозы, бабезиозы у нас крайне распространены, и вообще первостепенно это профилактика, конечно, использование хорошего качества капель против блох и клещей, либо таблетированных препаратов. Но если уже мы столкнулись с такой проблемой, то срочно мы посещаем ветеринара. Множество препаратов профилактики заболевания присутствует. Если оно даже еще не дало симптоматики никакой, мы должны его пресечь на корню. Ну, чаще, мне кажется, все используют такие какие-то простые методы, стараются вытащить клеща вместе с лапками. Вот я читала в интернете, что нужно потом какое-то время еще следить, да, за состоянием. В обязательном порядке. Питомца. Не нужно ждать, опять же, что питомец начнет мочиться с кровью, так называемая моча цвета мясных помоев. Это уже тяжелое состояние животного. Мы не должны дожидаться этого. Малейшие изменения в состоянии – повод обратиться к ветеринарному врачу. Но если вы уже увидели этого клеща, и учитывая, что наша Северная Осетия, любимая, очень плоха по уровню этого заболевания, лучше сразу прийти до возникновения симптомов, и мы профилактируем и забудем об этом, как о страшном сне. Надежда, насколько нам известно, вы еще занимаетесь волонтерской деятельностью. Либо к счастью, либо к сожалению, да. Ну, расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, так случилось, что мой муж очень любит животных, так же, как и я, и потихонечку втянул меня не только в ветеринарию, но и именно в волонтерскую деятельность. У нас очень большое количество животных дома, которых мы приносим после полученных травм, инфекционных заболеваний. От многих отказались, восстанавливаем их, пристраиваем по возможности. Ну, большинство, конечно, остается. То есть вы можете подобрать бродячее животное, да, которое в плохом состоянии, и прям забираете домой, да, себе и ухаживаете? занимаемся их реабилитацией.
Какое благородное дело, я считаю. А вот как присоединиться, допустим, к вам и стать волонтером? Есть у вас какое-то движение или это чисто Нет, такая добровольная основа? Это добровольная семейная? основа семейная. Каждый из нас может быть волонтером. Я хотела бы обратиться к людям, которые говорят, что ну вы же этим занимаетесь. Каждый из нас может этим заниматься. То есть мы не какая-то организация, у нас нет никаких субсидий от государства, мы справляемся своими силами. И волонтер не тот, кто позвонил и сказал, вон там вон лежит кошка, придите, заберите, помогите. Нет, волонтер тот, который эту кошку взял, принес в клинику и уже по факту решает вопрос, как дальше. То есть да, мы поможем, мы заберем, мы дальше возьмем это на себя. Но даже если вы обнаружили где-то животное травмированное либо больное, вы хотя бы возьмите и донесите его до клиники, тогда будет проще. Уже этот человек вправе называться волонтером. Ну что ж, спасибо вам большое за такое действительно благородное дело, которое вы делаете, и волонтерская деятельность, и помогаете оставаться нашим животным здоровыми и счастливыми. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в гости. А мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. К сожалению, современные люди редко отличаются ответственностью и добротой, поэтому улицы города постепенно заполняются брошенными и бродячими животными. О жизни питомцев Владикавказского приюта мы сегодня пообщаемся с его директором Ахшарбеком Дидаровым. Здравствуйте, Ахшарбек. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Расскажите, сколько животных содержится в вашем приюте? На сегодняшний день у нас содержится, вот я даже перед отъездом сюда уточнял, ровно 182 собаки. Это с щенками вместе. Вольеров, к сожалению, пока маловато. Построено всего 100 вольеров. Вот, ну, взрослых собак мы держим отдельно. В основном щенки где-то по 3-4 да, вместе так содержим их. Ну, немножко опережая ваши вопросы, хочу сказать, что питомник, он полностью не сдан в эксплуатацию, к сожалению, потому что не хватило финансовых ресурсов у города. В этом году вот, мы переехали туда со старого адреса, с Калинина 25, в начале января этого года. Там, как я уже сказал, было 100 вольеров и 4 вагончика для обслуживающего персонала. И больше, к сожалению, пока ничего не было. Ну, водоснабжение было налажено, и все. Вот мы ждем, конечно, это условия не совсем комфортные для, не то что для персонала, но для и питомцев, которых мы там содержим и обслуживаем, потому что нету на сегодняшний день, самое главное, что нас мучает и волнует, это карантинного блока. То есть тех собак, которые мы и сами отваливаем, и население нам и подбрасывают нам очень много, и сдают очень много, они должны проходить карантинный период, где-то от 10 до 2 недель. То есть это вольеры, которые на каком-то расстоянии от основного блока, да, ветеринары их должны наблюдать, лечить, и уже здоровыми, если никаких там проблем с ними не будет, мы их уже должны перевести в общие эти вольеры. К сожалению, таких условий у нас нету, и нам вот приходится их помещать вместе с другими собаками. Естественно, если значит, животное больное, оно может заражать и других здоровых. К сожалению, такого вот массовых явлений нету, но бывает. Это проблема. То есть на текущий момент не хватает все-таки ресурсов для того, чтобы приют не то, что не хватает. Ну, я могу так сказать, что вообще проект очень хороший. Я его изучал, смотрел, и там, в принципе, есть все необходимые сооружения, которые сегодня должны быть в нормальном приюте. Это и карантинный блок, это и кормокухня, это и ветеринарный блок, и, ну, я уже не говорю, административные помещения, там складские, там и так далее. В общем, там есть все. Даже до гостиницы для животных. То есть, если это все построится, нам обещают, вот на следующий год... Значит, то есть проект должен быть осуществлен до конца следующего года, я правильно понимаю? Я не могу сейчас вас заверить в том, что будет осуществлен. Будет зависеть от того, сколько финансов заложат на следующий год. Ну, проект где-то порядка 56 миллионов всего стоит. Освоено пока около 11. Вот разницу, если найдут
Ну, может быть, То есть очень потихоньку 2-3 этапа, двигаетесь. хотя бы так мы тоже ждем. Но его достраивать надо обязательно. Если он будет построен, он будет один из лучших приютов на Северном Кавказе. А скажите, пожалуйста, кто работает в вашем приюте? В основном волонтеры или вы прям набираете персонал? Нет, у нас, я могу сказать, что у нас полностью финансирование за счет городского бюджета, полностью 100%. Мы вот на то количество собак, которые у нас сегодня есть, у нас проблем с финансированием нет. У нас кормов достаточно. Мы буквально месяц назад перешли на сухой корм, потому что тоже были проблемы, хотя у нас были договора с Деликатом, мы брали оттуда вырезки мясные, эти обрезки, там, хватало нам, да, но была проблема готовить газа не было там, электроэнергии трехфазного тока не было, то есть печи мы не могли тоже поставить, поэтому привозной газ в баллонах привозили и так готовили. Это было крайне неудобно, и пища прокисала, и мы отказались. Сейчас полностью, 100% мы покупаем сухой корм, хватает нам. У нас помещение, там есть и холодильник большой, он забитый кормом, в этом проблемы нету. Штат у нас 19 человек, это начиная с директора, главный бухгалтер. У нас есть, мы ввели единицу диспетчера, который круглосуточно на телефоне принимает заявки от граждан, организаций. В основном это отлов собак. Вот. У нас есть 2 ветеринарных врача, которые занимаются полностью обслуживанием, лечением этих животных. 1 вагончик мы подготовили как ветеринарный блок. Нам очень хорошую помощь оказала организация Леруа Мерлен. Они нам закупили ветеринарное оборудование, лекарства, инвентарь. И вагончик мы там уже можем полноценное лечение проводить для наших собак, вплоть до стерилизации и разные мелкие операции. То есть мы эту работу проводим. Это делается с той целью, особенно стерилизация, что если мы не можем и даже с помощью волонтеров находить новых владельцев для собак, мы же постоянно не можем их тоже держать, то мы их стерилизуем, и согласно закону об ответственном обращении с животными, который был принят в конце 2018 года, мы можем их выпускать, там так и написано, на прежние места обитания. То есть мы эту работу тоже уже начали делать. Буквально за 2-3 месяца, даже скажу, было простерилизовано порядка 20 собак, и мы их уже отпускаем. Да. Хотя, откровенно говоря, на мой взгляд, эта статья закона, она не совсем, мне кажется, продумана. Это, на мой взгляд, я не оспариваю, хотя я везде об этом говорю. Допустим, мы в большинстве случаев мы отлавливаем собак. Это парки, скверы, территории школ, детских садов. Если мы простерилизовали и должны обратно в парк привезти, это, конечно, нам никто это не даст. Даже во дворы не можем их привозить, потому что жители будут против. И, к сожалению, это проблема. Акшарбек, хотелось бы озвучить номер телефона, по которому наши горожане смогут обратиться, если нашли животное. Номер телефона 8 918 833 55 16. Это диспетчер наш круглосуточно. Еще раз повторяю, она круглосуточно на телефоне принимает заявки, выдает задания на бригадам по отлову собак и уже контролирует исполнение этих поручений. Ну что ж, спасибо вам большое за такую тоже важную миссию, которую вы несете. И мы вам желаем, чтобы проект был реализован в самое ближайшее время, чтобы всем животным было комфортно. И спасибо за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в гости. Да, спасибо. До свидания вам. Ну что же, мы сейчас посмотрим очень интересный опрос. Жители нашего города ответили на вопрос, каких животных они бы хотели завести себе. Очень интересно, посмотрим. Я вообще очень люблю домашних животных, кошек, собак. Но знаете как, желательно их держать все-таки, если у тебя частный дом. Да, если был частный дом, я бы, конечно, или кошечку, или собачку завела. У нас есть кошка и попугай. У меня есть черный кот. Крупный рогатый скот. Они все хорошие животные. Но крупный рогатый скот по весу
По-живому вес самый большой, как говорится. Меня часто дома не бывает, и заводить животное, чтобы оно сидело одно и ждало хозяина, ну, не вижу смысла. Я не хотела бы никакое домашнее животное, потому что в моем доме есть животное, это собака и кошка. Я бы хотела еще одну собаку завести. В июне кинологической службе МЧС России исполнилось 25 лет. За четверть века питомцы спасли тысячи жизней и продолжают ежедневно тренироваться, чтобы в нужную минуту максимально быстро прийти на помощь. У нас в гостях Артур Цугоев, начальник кинологической службы Северо-Остинского поисково-спасательного отряда МЧС России со своим верным помощником. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, можем как обращаться, зовут? да, к помощнику? Ее зовут Габи. О, это Это девочка. девочка. Да, У нас сегодня девочка. был самец по кличке Лео. Теперь Да, я видел его. Они пообщались. подружились? Ну, не подружились, пообщались пообщались. просто, да. Расскажите, пожалуйста, Артур, какие задачи и функции стоят перед вашей службой? Мы подготавливаем собак на поиск в природных и техногенных условиях. Это поиск в лесу, поиск в каменном завале, поиск в лавине. И в техногенных условиях это поиск в лесу и поиск в техногенном завале. Это очень сложная задача, подготовка собак к этим всем условиям. Сначала надо найти статистов, которых ты прячешь, обучить статистов. Ну, на это уходит около часа, чтобы они правильно подготавливали собак. Для того, чтобы, в дальнейшем собака начала работать, ты им объясняешь, что и как делать, когда к тебе собака прибежала, и они начинают работать. Очень многое зависит от статистов. Статисты — это спрятанные люди в условиях. Там я могу спрятать их в разрушенных зданиях, в лесу, там на определенном квадрате, там 200 на 200, 100 на 100, смотря какие требования идут. А при пожарных, допустим, условиях обучаете собак? Нет. Зачем в пожаре искать кого-то? Там уже все определено. Пожар произошел, и там все горело, и собаки... То есть там во время пожара МЧС работают. Не бывает такого, И чтобы собаки после вытаскивали? пожара нечего там искать уже. Если кто-то убежал во время пожара в лес или куда-то, тогда можем тогда найти. ищите. Да. А так в пожаре зачем собачки или что-то искать? Расскажите, а сколько кинологов и сколько собак в службе вашего ведомства? На данный момент 5 кинологических расчетов. Я начальник кинологического подразделения. У меня еще есть 4 подчиненных. И у нас, вообще 4 собачки. 4 собачьих должности. И дополнительно мы взяли еще одного песика. Я почти со всеми собачками аттестованный. Я начальник кинологического подразделения. То есть вы работаете со всеми? Да, я их именно и готовлю. Когда дрессировки проводятся, моих собак может запустить даже просто, я скажу человеку, который на улице будет стоять, возьми, пожалуйста, поводок, подведи сюда и скажи собаке, ищи. Все, она начнет искать. До такой Потому степени они что научены. это уровень подготовки А такой. по какому принципу выбираете собак себе в службу? Собачек особо не приходится принципы какие-то применять для выбора собаки. Может быть, определенные породы? Вот, например, первые 2 собачки у меня появились как? К нам на службу прислали деньги, сказали, приобретите 2 собак. Рядом с нашей работой там есть огороды. И там бабушки трудились, и какая-то из этих бабушек узнала, что нам требуются щеночки, собачки, лабрадоров. И
Подходит она ко мне и говорит: здравствуйте, а вам нужны собачки? Я говорю: да, конечно, нужны. И она говорит: у моей дочки есть лабрадор, у нее родились щеночки. Я говорю: ну я к вам приеду, я выберу, посмотрю. Я приехал к ним домой, и все щенята спят. Именно вот эта собачка Габи, она не спала. И выбор был предопределен. да, сразу. И она тоже сказала, там были помечены, все мальчики были все помечены, что их забирают. Когда люди покупают собак, они в основном всегда берут мальчиков. Ну, не знаю, почему девочка Не намного... хотят возиться просто со щенками. Да, наверное. И потом там был черный бриллиантик маленький, лежал тоже, и мне пришлось его. Самая Соня там была, и я вторую ее выбрал. Конечно же, при подготовке собак это все учлось. Эта собачка подготовку и аттестацию прошла за 7 месяцев. Ну, я ее забрал от хозяйки в 2 месяца. И уже в 9 месяцев она прошла свою первую аттестацию. То есть это считается быстро достаточно? Это очень быстро. Обычно уходит от года, год, а иногда бывает и 3 года. Уходит. А вот зависит, допустим, от пола собаки, как быстро она да. обучается? Девочки намного вообще быстрее, да. да. Кобелей, чтобы у меня были кобели. У тебя вот, например, одна дрессировка нормально прошла, а другая другую тренировку он вот так приходит, ничего не хочет делать. И у тебя психологический срыв. Что это такое? Что за собака? Истинные мужчины. Да. А девочки, они как роботы. Мне кажется, так же, как и в жизни. Ну, показываешь, что как делать. Главное, чтобы правильно у нас всегда идет от простого к сложному. Самое простое. Всегда Но мы видим, что у Габи на шее медалей, висят очень много каких-то различных медалей. Расскажите, она наверняка очень титулована. Она вообще чемпион России среди поисково-спасательных формирований. Лучше выключите это. Выключите, пожалуйста, телефон. И первое место заняла проходили северокавказские соревнования. Там она постоянно была в 3 лучших. По разным этапам. И отобрали команду Северного Кавказа. Она в нее вошла. И вот эта команда Северного Кавказа победила на всероссийских соревнованиях среди поисково-спасательных формирований. С чем мы вас, конечно, поздравляем. Да, спасибо. То есть все вот эти ее заслуги, ордена, это все, что тогда она, заслужила? Да, конечно. Ну, сейчас уже последние около 4 лет ничего не проводится. Лет, 10 лет. Вот сейчас 20 июля будет. А сколько вообще собака может прослужить в кинологической службе? Это зависит от ее рабочих качеств. Около, вот по ней я вижу, что она еще 2 года протянет. Это, может 13, может 12 лет. То есть дальше будет уже тяжело? Она уже не сможет, показывать свои рабочие качества. Теряется все А потом, с возрастом. Что с ними происходит? Просто живут у вас? У них и возраст жития максимум 15 лет бывает. И это очень жаль, к собаке привыкаешь. И на 10-15 лет. Такая. Максимум. Да, если не следить за собакой, еще быстрее умрет. Потому что надо постоянно ветеринарное обслуживание, обработку от клещей. Вот такой маленький клещенок может укусить собаку, и все, она умрет. Я думаю, что у вас это все на должном уровне. Да, конечно. То есть уходу посвящаете достаточно. Потому что эти собаки мне обходятся в огромные суммы, и я не хочу терять, они прежде для всего, меня это преданные ваши друзья. Да, это в первую очередь, а так они как бриллиантовые, как маленькие бриллиантики бегают. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в гости, познакомили нас с замечательной Габи. Мы очень рады были вас видеть. Да, спасибо очень вам большое. Очень приятно.
Наш эфир подходит к концу, и, заводя животное, всегда помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Вы смотрели дневное шоу «Между делом». Увидимся с вами во вторник. Пока.